Поехали. Ну, я точно скажу, что здесь тоже язь. Нет. Здесь, походу, пустая. Да? Не угадал? Грузики ставишь на каждый, да? Да. Грузик ставлю на каждый. Натяжка есть же? Нету? И червей нет, да? Одного нет червя, если не забыли насадить. Этого пожеванный. Все пожеванные, сходу были, скорее всего. Нет, это нормальный. Это нормальный. Ну вот, зря приходил. Так. Не везде. Так, шустро включился, наверное, по-любому здесь у вас рыбу море. Есть натяжка? Вроде что-то есть. Походу, как типа что-то не крупное. Что-то вроде идет. Идет, идет. Идет, да. Уже вижу, что идет. Вон не идет. Так, Харис. Ушел? Ушел, да? Да, сошел с крючка. Ну за таким мне не грех и нырнуть, да? Ушел с крючка. Смотри, как кабан какой. Первый Харис. Смотри, какой кабан. Грамм на 700 точно есть, наверное. Смотри, икры сколько у него. Вот и Харис первый попался. Все-таки Попался. Пришлось нырять. О, и Харис есть. Молодца. вот так вот, ребята, за такой рыбой надо все-таки нырять иногда. Да. Вот этим продольникам уже знаешь, сколько, Серега, лет? Да, Это я готовил еще. Этим-то, я думаю, много ему. В 90-х годах еще я готовил. Потому что я удивился, когда увидел у тебя в этих снастях. В снастях. Ну, думал, нифига там у Гены продольники. Ну, грузик надо. Но видишь, без груза. Ну, Харис-то он видит, он возле льда собирает этих веснянок, всякую хрень. Развернуться не успел. Плавно шел, удивительно, Крючок блин. сломал. А? Крючок сломал. А, гнилой крючок. Вот тот родной маленький, который, да? Ну, Так я говорю, из 90-х годов крючки. сломался крючок. Поменять надо. Есть крючки-то? Я даже не знаю, блин. Подожди, у меня что-то, по-моему, нет? Ну вот, увидели первого Хариуса. Значит, есть Хариус на Печоре. А мы его на лесных речках ищем где-то, блин. Поехали. Рыбалка на палке. Рыбалка на палке, да. Что-то есть. Есть. Натяжка хорошая. Есть. Что-то есть, ребята. Делайте ставки, господа, это ясь. Ясь. И налим там должен быть маленький, наверное. Веточку надо, да, зацеплять об лед. Ух ты. Смотри, щука покусала его. Да, опять он покоцанный. Видишь, вон. Точно. Видишь, вон, опять щука была. Хапнула. У тебя дергает там еще что-то. Хапнула. Там еще что-то дергает. Да, идет. Ты говоришь, щуки нету. Там еще один такой же есть. Ух ты. Еще. один. Ушел. Нет? Нет. Еще один есть. Третий. Вот так вот, ребят. Сейчас запутает, надо растянуть так, чтобы не запутал. Как-то так вот, ребят. Красота. Того, Димка. Вон, Там крючок рядышком. покоцанный. Вон, кровь, видишь? Да, щука пахнула. Вон какой язь здоровый, это какая щука здесь ползает, блин. Хорошая щука. На такого язя-то кидать. Хорошая щука. Там лунки открытые, Дима. Кинул. Отцепил того, нет? Не, там жабры заглотил. Хорошенький, да, такой? Красавцы, ну. Хорошенький, а я представляю, какая щука там его долбает, блин. А мы на озере 2 дня теряли, да? Ну, блин, уже бы, блин, рыбу наловили в тонну здесь. А видишь, первый день-то вроде так не обрадовал. А что, мы с Настей закинули и все, что обрадовал-то. Ну-ка. Жабра, вот открывай вот с этой стороны. Не, вот так, полностью. Полностью ри, вот так, с этой стороны. Ри пальцем. Берешь, открываешь, рвешь жабры этим пальцем по леске, идешь, находишь крючок, выдавливаешь этот крючок сюда,
здесь, в желудке. И отцепляешь. Все? Вот садись. Вот садись. Серега под дурачка косит, типа, не умею, не хочет это крови, блин, руки пачкать, блин. Смотри, да, минус 7, а как будто уже лето наступило, блин, после 30-ки-то. После 30-ки-то да. Ну вот, Янцикадан. Процесс идет. Все, пошел. Пошла вторая палка. Еще одна палка. Здесь вчера. Натяжка есть. было. Есть натяжка, да не? А есть. Есть, да, есть, что-то есть. Что-то есть, видно натяжка. Идет. Что-то идет, язык. Что-то так мягко бьет. Язычек. Язык. Еще ерш там. Ёрш попал. А ерша можно на большой крючок поставить. Ёрш попал, смотрите, ребят. И второй. Нет? Все, Нет, все. там все, червь целый. Это только немножко. А ерш проглотил. Долго не проживет, но что проживет, денек-то поживет. Ну, налима нету сейчас, и бесполезно. Ну да, щука на него брать не будет. Почему? Если возьмет щука, может. Только его надо на большой крючок, на где малявка. Вот малявку снять, этого сопливого положить туда. Ну не пусто, и то хорошо. Ну да. Есть один все равно. Один? А что, ерш уже не рыба тебе? Вот, Янцикадан. Так, это временем потихоньку продвигаемся на середину. И через каждый вот метров 5, наверное, выставляю вот удочки. 4-5 метров. Здесь даже больше получилось, около 7. Короче, что есть, вот все основные удочки поставлю. А там видно будет, может быть, еще несколько палок отдолблю. Поставлю продольник. Как мы видим, продольники работают. И неплохо. Продолжаем. Чё? Чистоту наводишь. Ну, потом крючки цепляются. Ну, вот, третья у нас палка. И последняя, да? Да, последняя на сегодня. Пока. Ну, добавим потом, если что. Так, натяжка есть. Есть натяжечка. Малечек живой, налима нету. Что там идет? Идет, что-то идет. Идет, дергается. Изёк. Идет. У тебя есть зёк. Езёк. Это уже язь. Езёк. Ну вот. Пустых не было, да? Не. На палках. Не. Янцикадан. Смотри, какой он этот, белобрысый. Да, белый. Он Плавники. там тоже белый. Те вот с красными плавниками, а этот почему-то белый. Это-то ладно, а на севере помнишь языки какие? Там ярко-красные вообще были, блин. Такие. И толстые, там какие-то другие язи немного. Яркие такие. На севере, как будто мы на юге живем. Ну, мы имеем в виду дальше на севере. На северном севере. Да, Вот такой вот красавелла. на севере. Вон. Красавчик, да? Да, красивый. Езёк. Пошли дальше выставляться. Все, самое интересное закончилось, теперь начинается самое муторное. Бурить, выставляться, зато как приятно будет потом их проверять. Уже завтра утром, я надеюсь, если сегодня в течение дня поклевок не будет, то на завтрашнее утро уже что-нибудь да снимем. Если рыба шевельнулась, значит она начинает просыпаться. Даже он хариус попал. Это тоже хорошо. Вон. Раз, два, три, 4 моих удочки уже. И у Сереги там тоже видно издалека. Если что-то попадет, по-любому будет видно. Так, ну что, время обеда. Вернее, чашечку чая. Что мы сегодня сделали? Время уже 3 час. Вон, я не знаю, видно, не видно. Не считал, Серега, сколько? Чего? Удочек. Но удочек 25 точно есть, наверное. Не считал? Удочек? Да. Ну, около 25 удочек стальных поставили с одним крючком. Тут еще пяток где-то стоит.
И получается 6 продольников по 4 крючка и 3 продольника у нас на палках. Вот сейчас чай попьем, пару продольничков, что черви есть, еще поставим. Пока устанавливали удочки, ни одной поклевки. А, вру, ты ерша поймал, да? Да, я попался. Попался один ерш и все. То есть рыба, получается, клюет не днем. У нее время клёва где-то получается ли утром, ли вечером, не знаю. В общем, сейчас попьем чайковского. Вон Серега уже отдолбил 2 палки. И я буду устанавливать продольники. Ребята будут готовить лунки. В общем, будем работать. Рыба есть. Рыбу мы сегодня увидели. Это как бы обнадеживало. Вон, чем не рыба, а? Вон, отличные язики. Сколько? 10, да, получилось? 10 язей. И вот такой вот один харюзенций. Красавец. Здорово. Так что, надеюсь, если все так же будет продолжаться, по количеству поставленных крючков, должны поймать. Должны как? поймать завтра мешок рыбы. Ну а как по-другому? Мы что, сюда приехали в карты играть? Кстати, мы сегодня даже карты, ой, в этот раз карты не играли, у меня карта же есть. Да, у меня тоже есть. Да? С анекдотами рыбацкие. Ну и, Дочка подарила. ну и все, сегодня будем играть в карты, значит. Сидим, балдеем, пьем чай, допиваем, вернее, 2-й термос. Время уже 4-й час, да? Да, уже наверное. В общем, сейчас пробежимся еще по удочкам. 3:30. Половина 4-го. В течение дня ни одной поклевки не было, значит, не считая ерша у Сереги. Получается, он или рано утром, или поздно вечером, или ночью язь клюет. Язи вообще, ну, сига не было. Ну, сейчас вот мелкие поставили. Может быть, что-то и будет, не знаю. В общем, еще полчасика буквально пройдемся по удочкам, проверим. Нет, засыпаем и в избу. Надо еще сегодня напилить дров, оставить запас. Сегодня последняя ночь. Или крайняя там, какая разница. Последняя, крайняя. Крайняя плоть только бывает. Последнее это тоже, блядь. Как-то не особо-то очень хорошо где-то звучит. Нормально. Последнее, блядь. Последний раз. Крайняя ночь. Крайняя, А конечно. еще же, на что-то. озеро надо чё? снимать это. А жерлица? А сейчас заедем сразу. Ходом. Мимо будем проскакивать. От нуля ушли. От нуля хорошо ушли даже, что, нормально. Половили, Да, что вон еще. покажи, в пакете лежу. Время провели. Я так вообще шикарно. Я еще и с отпуском, рыбалка была. Роман такой вообще на пенсию вышел. Сказал, старики, рыбачьте сами, я уж лучше дома посижу. Вот. Да нет, у него просто машина на ремонте. Так бы он тоже приехал. Как-то вот так. Проверяем, едем в избу. А начиналось все так плохо, блядь. Да, если бы Машина, сразу попало, да. А, плохо-то да. Ну, с самого начала машина сломалась, потом на этом пластмасс потеряли на дырчике, блядь. Ну, будем считать, что сейчас лучше будет. Значит, завтра должно вообще шикарно нам Ну да. отблагодарить. А знаешь почему? Мне уже подписчики сказали, я уже 2 части выпустил, что мы, да, забыли опять первую лунку рыбному богу. Ну что теперь? Ну забыли. Что Ну теперь? да, Теперь мы- тоже поздняк. А мы на речку и не брали с собой. Да, мы на речку. Не, на озеро-то брали тогда. Ну, Чё-то- мы брали когда? На второй день или На на второй третий день, да. мы на озеро брали, там этот полбутылки и все. А, А так с- мы на речку больше ни с собой не брали. А ничего. сегодня у нас осталось что, пол-литра и все, да? Мгм. И баста. И все. И такой счастливый. Ребята, вы достали уже. Так, ну что, будет что-то интересное поклевки, сделаем включение, нет, так встречаемся в избе. В общем, друзья, вон иду по поставленным удочкам. Осталось раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Остальное все проверил, ни одной поклевки не было. Тут тронул. И мне показалось, не показалось, а была удочка, ой, была поклевка. Я отчетливо видел эту поклевку. Так вот раз шевельнул, и она тук-тук
Клюнуло. Была поклевочка. Единственная поклевка сегодня на удочке. Вот так вот я шевельнул. И она стык-тык-тык. Или сиг, или хариус, по-любому был. Проверим, на что взяла. Так. Червя не трогала, значит взяла на нимфу. Вот такая вот красная нимфочка. С подсадкой опарыша. Ну, повторения будет, нет? Может, только время клёва начинается, а мы собираемся ехать в избу. За целый день ни одной поклевки не было. Пока выставлялся. Вот первая поклевка. А время уже 15:48, без 10:04. Больше не хочет. Грузик. Постучу грузом по дну. И нимфой так вот поиграю, может хапнет. Не хочет. Рыба спит, походу, еще. Проснулся только язь. И тот днем брать не хочет. Не вышло. И ладно. Клюнуло уже хорошо. Ну вот и все на сегодня. Что такой грустный? Полный пакет рыбы наловили. А на озеро? Давай снимем. За 2 дня ничего не попалось на дохлых, уже не попадет, да? Может еще клюнет, попробовать одну лунку сделать. Может быть. У тебя же тогда вечером клюнуло, да? Надо вечером. А вчера не клевало, не пробовали. О, не засыпанная или засыпанная? Да, ловили вчера. На озере? Да. Что ловили? Здесь на озере ловили. Кого? Окуня. Поймали? Нет. А, говоришь, ловили. Мы ловили, сидели, а ничего не поймали. Ага. Дрова только напилили и все. Потом дрова там Гимка пошел, напилил, березу загрузили и приехали сюда на Печору. Вечером уже. Ну, ставить эти. 4 где-то, 4 часа сюда приехали. Пока поставили, мы приехали уже 6 часов. Вот интересно, он вечером попался или утром? Ну, скорее вечером попадает. Ну, вечером, да, или что-то утром попадает. То, что поактивнее, видать, утром, а то, что уже подкупливает вечером. Вот сюда бы рано утром приехать, да, может это, скажем, проверять. Если рыба клюет, она опять будет попадать. По идее, да. и Черви же есть еще немного? Или вот это все, что есть? Больше нет? Что сколько ставить червей. Но тут если 25, и тут 8 и 4, получается 32, грубо говоря, да? 25 и 32. И тут еще 25, 32, 57. И тут, скажем, грубо говоря, еще 16. 57 и 16, 67 и 6, 73. Ну, 70 пусть говорю, 70 крючков, да. 70 червей, а мы всего брали сотку. Нет, а мы напополам же рубили их Я там. говорю, а мы всего сотку брали с собой червей.
Ну 35 червей сегодня мы насадили, получается. Что, погнали? 35 рыбин. Поехали. Ну что, друзья, вот мы в избе, у нас ужин. Готовили тут капитально первое, второе, третье. 7 минут ужин готов. На ужин у нас сегодня, вот, пожалуйста, перловая каша с медвежатинкой. Ну и макароны. Не будем говорить бич-пакет, это По-флотски. макароны, да, Мадин, Big Lunch. Просто вдруг всем захотелось горяченького. Супы варить мы не будем, а так вот вспомним молодость, вспомним. Все вспомним. Вы что забыли, тоже вспомнил. Все, говорит, вспомнил. Бич-пакет это сила. Ну а также не можем не вспомнить чарочку рыбацкого. Обязательно мы сегодня порыбачили. На славу. И за ваше здоровье тоже. Серега даже успел нырнуть в лунку за Хариусом. На видео зайдете, посмотрите. Это все снято будет. Да. Что не посмотрели на моем канале, пожалуйста, вон заходим на канал Сергея и смотрим там. Пока я отдыхал 2 дня, кстати, я даже не знаю, что там у него на канале, я тоже буду смотреть. Ссылочка здесь. Так, ну а что? Сегодня у нас крайний, последний, крайний вечер. Да, пусть он будет крайний. Завтра проверка и домой, пора домой. Мешок рыбы наловили. Что еще нам? Завтра будет отчет. Завтра побольше должно быть. Сколько понаставили, да? Завтра посмотрим. Завтра будет день. А что, у нас хлеба никто не нарезал? А уже порезанный был где-то. Ты же булку купил. Не хочешь булку? А, да. Блин, не он есть. Не, она с чесноком. На чесноком. Чеснок люблю, но изжога чеснока, бля. Горячо. Так, ну что, давайте почитаем приветы. Давненько не читали. Как-то так получалось, то первый день устали смертельно, что попадали, ужина не было. А, нет, мы заехали ночью, получается. С утра встали, потом устали, легли спать без ужина. Второй день мы уехали, получается, да? Да, на второй день мы уехали. Может, перепутался, ну Мы ладно. 10-го приехали. Так что давайте, хоть сегодня, 11-го мы устали. у меня-то хоть эпопея Что 11-го? коротенькая стала. Ну ладно, потом посмотрим в роликах. Все перепуталось. А, ну да, 11-го это. Устали, в 6 часов спать легли. Да. А 12-го вы уехали. А 12-го мы уехали уже, да. Так что хоть пользуясь моментом, немножко почитаем. Так, во-первых, хочу поблагодарить друзей, потому что слово подписчик у меня язык не поворачивается, за материальную помощь, которую вы отправляете на мою Сберкарту. Кто-то пишет на помощь в покупке буксировщика, буксировщик куплен. Ну, без кредита, конечно, не обошлось, так что огромное спасибо Анне Марковне А за денежный перевод и Михаил Михайлович М за денежный перевод. Огромное вам спасибо. Вот. Миша Малышев. Отличный буксировщик, поздравляю с покупкой. А тот тоже был неплох. На бензин отправлю. Очень рыбалки хорошие. У нас Великий Новгород. Хариуса нет. Хариуса мы сегодня одного поймали. На Печоре Хариус есть, но его сложнее поймать, чем на лесной речке. Хотя на лесной речке тоже бывает, не всегда его поймаешь. Всегда поймаешь. Зима я еще думаю, для рыбы у нас не наступила. Плохо еще с Хариусом дела. Так что огромное вам спасибо. И еще огромное спасибо
Алексею Юрьевичу Г. за денежный перевод. Это было уже 25 февраля. Огромное спасибо всем вам, кто помогает. Любая копеечка, конечно, это хорошо, потому что топливо... Сколько ты сейчас топлива взял? Я с собой? Да. 70. 70 литров. Но я взял десятку, 20-30 литров взял, но у меня еще и десятка не трогалась даже. Все равно в день по пятерке, считай, на буксировщике уходит. Если здесь вот поблизости кататься. А если куда-то на дальняк, на машину, все равно. Спасибо. И поехали зачитывать комментарии. Долго не будем, но минут 5 зачитаем. Ты пока давай. Не скучай. Не расслабляться, да? Да, наливай. Давай, следующий. Вася Иванчук. Геннадий. Как говорят в Англии, мы не богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. Я насчет ремня. Это когда мы с ребятами в мороз ходили и меняли ремень вариатора. То, что дешевые не стоит покупать, лучше ремень Рубена, вот они хорошие. Ну, я Привет. с этим тоже поспорить. Привет. Что, Рубена плохой? Я купил за 2500. 100 Рубана. километров развалился. Рубена. Да. Может, А подделку? купил за 930 рублей в этом знаке зодиака. Жорик, он уже 3-й сезон катается Да? на нем. Да. Не знаю. Я Вот вот, и разница посмотрим. может, там подделка. Оригинально, вот я говорю, буксировочки 4 года ездил. Ну вот Рубен у меня вот сейчас стоит 330 стоит. Я уже езжу 3-й сезон. Это вот мне Андрей привозили ему с этого, как его, с Башкирии. Так, Ремень. давай дочитаю. Дешевые вещи. А насчет ремня. Привет из Германии. Передай, пожалуйста, нам. Привет, смотрим и надеемся приехать на родину, порыбачить зимней рыбалкой. Здесь облом. Ну, как мы видим, в Германии я бывал тоже в 91 году. Знаю, что такое германская зима. Это грязь, это дожди, это сырость, слякоть и все такое. Зимы у нас хватает, полгода зимы, а в этом году вообще шикарная зима. С морозами, настоящая снежная, морозная, отличная зима. Снега много, морозов много. Так что привет, Вася Иванчук. Поехали дальше. Микола Захарчук. Сначала по-украински кто умеет читать? Никто? Ну, значит попробую я. Хлопці, смачно вам заздрю наибольшую рыбальскую, заздрістю. Колись і у нас були морози під 30-35, а тепер лишень погаді. Там моя рибацька душа з тобою на лісовій річці Гена. Я налив чарку рыбальскую напою, будьмо Геннадий. Иван Григорьевич, конечно, прочитал лучше. А теперь по-русски. Николай Захарчук. Ребята, приятного аппетита вам. Завидую самой белой рыбацкой завистью. Когда-то у нас были морозы по 30, минус 35. Сейчас только воспоминания. Да, моя рыбацкая душа с тобой на лесной реке, Гена. Я налил рюмку рыбьего напитка, рыбацкого напитка. Будьмо, Геннадий. Будьмо, Николай. И за это мы, конечно, употребим рыбацкого. Потому что сегодня у нас крайний вечер. Надо посидеть. Кое-кто умудряется все напитки уничтожить в первый вечер, максимум 2 вечера. Мы растянули вообще на 6, да? Ну, да. Вечеров. Ну, 4-й вечер. Так что Роман у нас остался дома, в благоустроенной квартире. Выживает сильнейший. Ну да. В тайге. Так что будьмо. Живой пример. В тайге выживают сильнейшие. Поехали дальше. Валерий Волошкин. Кстати, насчет запивания. Как раз комментарий. Это относится к Сереге обращение. Серега, не запивай. Это же рыбацкий напиток. Выпил, голову опрокинул назад. Потом носом вдох, ртом выдох. И до тех пор, пока спирты не будут чувствоваться. Что, попробуем? Я ему ответил, сразу видно профессионала. Так, запомнили? Выпил, голову опрокинул назад, потом носом вдох, ртом выдох и до тех пор, Боюсь, я сразу побегу на выход. пока спирты не будут чувствоваться. Что, попробуем? Я говорю, поем побегу Ну, на следующую выход. попробуем, следующую обязательно попробуем. Валерий Волошкин, а что, следующий не наступил, что ли? Ну, давай.
Сейчас мы попробуем, Валера. Пока наливается рыбацкий напиток, мы перейдем к следующему комментарию. Молодцы, мужики. Геннадий, вам респект и уважуха, так держать. Передайте привет моей жене Ире от вас. Привет с Киева. Ирина, привет. Тогда мы были морозная рыбалка в другой компании. Ну, сейчас компания не хуже. От нас всех привет. Ирина и вам, Андрей Давыденко. Огромный привет с рыбацкой избы, с берегов реки нашей красавицы Печоры. Привет передали. Я им ответил. Передам по возможности. Возможность наступила и передаю. Очень длинный комментарий от Алишера Хусейнова. Так что мы сначала попробуем, как это голову запрокинуть. Попробуем. Если получится, потом зачту комментарий, потому что он длинный. Это он мне написал? Кому? Не запивать. Нет, это Сергею второму. Это, с кем мы это избу Ну, я ездили. понял. Самый лучший папа, так футболка сейчас. Ну, попробуем, получится нет. Так, голову запрокинуть, нос, вдох носом, выдох ртом, и пока не это, не исчезнут все пары. Получится, Когда не порой получится. исчезнут? Ну, выветрятся. Ну-ка. Мы не гурманы же до такой степени-то. Ну ты дыхнул. Блин, я, наверное, что-то не так делал. Нормально, нормально. Я не знаю, когда выветрятся пары. Ну, шикарно, да? Да, шикарно, не Послевкусие знаю, чё? как насчет шикарно. Выключи камеру, я запью. А ты постоянно запивал или только сейчас Я начал? всегда запивал. Всегда запивал. Сколько пью, сколько запиваю. Не могу без этого, без запива. Я просто не это, не такой гурман. Либо если не запиваю, то надо конфеты эти, леденцы. Вот тоже классная штука. Я что-то про них и забыл, между прочим, у меня в этом Так, лежат. Ну, Да. ну и дальше поехали. Алишер Хусейнов. Геннадий, здравствуйте. Привет из Баку, Азербайджан. Смотрю и получаю удовольствие. Дома сидеть не надо, надо почаще с Иваном Григорьевичем на рыбалку собираться. Все красиво, приятно смотреть ваши засиделки после трудной работы по ловле рыбы в мороз и холод. Ну, как сегодня у нас тоже. Мороза нет, но устали. Дима сказал, вот готов работать так каждый день. Но все окупается. По возвращении хорошо сидите, беседуйте, вспоминаете прошлое. Очень приятно посидеть за рюмочкой рыбацкого напитка. Супер. Не обращайте внимания на пустые комментарии неудачников. А мы не обращаем. Те, кто пишет негативные комментарии, хотели бы сами так отдохнуть. Не судьба. Им этого не понять. Но не получается. Вот и пишут. Отдыхайте насчет вашего питания. Для полного удовольствия пожарьте картошки, пожарьте рыбы. Из дома возите с собой, но это не то. Из дома возите с собой, но это не то. И дома этим питайтесь, и на природе, в избе. Все-таки разнообразие должно быть. Вы наедине с природой, должно быть отличие. И дома, в избе едите одно и то же. Пусть уйдет немного времени. Но, бля. Так, что я могу сказать по этому поводу? Если бы кто-то у нас был поваром, то это бы да. Но когда целый день, действительно, вот вы сами же говорите, что целый день на речке и устаешь. Вот сегодняшний ужин у нас приготовили, не с дому привезли, мы просто бац и приготовили. Готовые консервы это. Каша приготовленная на автоклаве, бич-пакет, биг-ланч. Залили кипяточком, подогрели, все, быстро. А рыбу, чтобы пожарить, особенно зимой, это надо разморозить ее раз, почистить два, помыть три, приготовить. На это уходит много времени. Когда ты устаешь, хочется, чтобы как-то быстрее перекусить, накушаться, набить желудок и ложиться отдыхать. Так что, конечно, будет возможность, мы и пожарим рыбки обязательно. И опять же потом рыбу жарить, вот скажем, того же язя, он косливый. Хариус у нас только один, что его жарить, да? А кушком можно было, но он опять же его чистить Можно надо. было сделать с него этот малосол. С хариуса-то? Но Ну, можно, да, конечно. Ну, ладно, у нас один так есть. еды. Так что я вас услышал, будем стараться готовить, ну, по времени и, Пока, конечно, да, пока времени пока нет. щуткам не хватает. Ну, давайте еще пару страниц. Ну что же, пишет Виктор Полищук.
Ну что же, на рыбалке всякое бывает, будем надеяться, дальше вам еще. Так, лучше будет рыбацкого фарта вам. Виктор Мор пишет нам: привет из Германии. Слушай, Ген, ты что-нибудь потеплее снимай, я даже на диване замерз. И совет, ты когда на троих разливаешь, одну мне налей. Я хоть и не пью, но мыслимо согреться хотелось бы за компанию. Так, доставай четвертую. А вот самая большая у нас есть. Четвертую, самую большую. Давай нальем тоже Виктору Мору с Германии. И присаживайтесь к нам за стол, вот сюда. Сейчас мы нальем вам напитка рыбацкого. И мысленно с вами перенесемся. То есть вы перенесетесь к нам. И мы типа вчетвером. Типа это все. И пусть это рыбному богу мы сегодня не налили. И пусть вот эта четвертая стопка будет мысленно с каждым из моих друзей, которые по ту сторону экрана. Договорились? Вот, и пока это разливается, еще один. Сами-то рыбацкий пьете, а опарышам не даете. И вообще класс, так держать. Еще опарышам не хватало. Опарыши поить. Если мы каждому опарышу будем наливать, нам тогда надо в 2 раза больше привозить. Так что, Виктор Мор, вот ваша стопочка. Мы сюда ставим. Вот вы здесь сидите. Ну и давай, будьмо. Вот так вот, да, Виктор. Счастья, здоровья, удачи всем моим друзьям. Так, наверное. Ты просто поздно опрокинул эту голову. Надо сразу опрокидывать голову. Да? Да. Ну ничего, я еще научусь. Так, поехали дальше. Валентина Паль пишет там: добрый день. Мороз проверяет вас на прочность. Желаю вам всего самого хорошего, чтобы ваш канал процветал. Здоровья вам всем крепкого и хороших уловов. Ваши ролики очень интересные, и чтобы не говорили, отдыхать тоже надо уметь. Канал тем интересный, что есть рыбалка, шутки, песни, анекдоты. Так держать. Геннадий, правильно, моя фамилия Паль. Ждем ваших новых фильмов. Валентина Паль. Спасибо за комментарий. Теперь я, наверное, читал Пал. Теперь я буду знать, что Пал Двел это читается Паль. Хотя я в школе учил как-то немецкий язык, но преподавателей у нас, как всегда, не было, и кое-как натягивали на троечку. Вот. И всего в аттестате 4 тройки. Из них один немецкий. История один, потому что там с учителем не С контакт. историей у тебя напряг был, да? Да, нет, я ее знал, просто не контакт был с учителем, и у нас вот из-за этого троечка была. Вообще у нас знания почему-то переходили в личностные отношения, и ты не получишь 4, если ты не ладишь с учителем. А на этом основывалось. Да, как-то вот так. Я никому не, как говорится, не подстраивался ни под кого, и так и было и на учебе, и на работе, и в жизни, и всегда так, блин. Всегда гнул свою линию. Вредно, не вредно, проблема от этого, не проблема, все равно упрямый козел. Вот. Ну и еще давайте последний комментарий на сегодня. Деняо Шума. Крутая рыбалка, Геннадий, привет. У нас до Польши ближе, чем вам до избушки. Пламенный привет с Калининграда. Передай, пожалуйста, Владу Овсею, Саше Сухарю привет. Пусть закрывают гараж. Примечание. Всем рыбы. Саша Сухарь, Влад Овсей, закрывайте гараж. Привет вам от Деняо Шумы. И от нас тоже. Не забывайте. Ну и, пожалуй, все на сегодня. Давай еще крайне. Василий Ткачи. Привет из Молдовы. Ребята, вы занимаетесь любимым делом. Молодцы. Так и не передал привет Геннадию Ивану Григорьевичу от Васиэля Ливийского. Васиэль Ливийский. Ну, Иван Григорьевич сегодня, кстати, звонил мне и сказал, что он завтра едет на рыбалку. То есть мы едем на рыбалку вот в таком составе. Иван Григорьевич дома не сидит. Потеплело, он тоже ездит на рыбалку, но не получается у нас совместных рыбалок. Он с Игорем едет далеко-далеко, где-то километров за 200. Сказали ему, что там проводник проведет их на хорошее место, где ловится крупный окунь. Ну что, посмотрим. Если действительно это так, то, возможно, как-нибудь мы с Иваном Григорьевичем съездим. Я вот на такой дальняк вот как-то не получается у меня ехать. Я как-то вот поблизости, километров
30-40 хотя бы, ну, так 50, ну не 200 же километров ехать. Как-то вот так. Но обязательно у нас рыбалки будут, как-нибудь я его уболтаю все-таки съездить со мной. Так я ответил. Ну и все на сегодня. Остальное как-нибудь в другой раз. А то у нас получится вечер приветов полностью. Ну давайте, как по нашей славной русской традиции, на пасашок. И мы будем ужинать. Вам спасибо за просмотр. Рыбалка какая-никакая получилась. Завтра завершающий день. Завтра проверим продольники. И сделаем подведение итогов. Разложим всю рыбу на льду. Скажем, ни хрена себе у вас там клюет. А клюет это вот с сырой футболки, которая потеет от труда. Вы сами видели, как получилось, и передал, чтобы порыбачить. Надо и побурить, надо и подолбить, надо и дорогу пробить. Пробовать там, пробовать здесь. Куча пробуренных лунок. Не все так это просто, никто никуда ездить не хочет, при этом приходится пробивать все самим. Да. В итоге снега много, буран валится очень сильно, 40 сантиметров. Ну, что бы то ни было. Кто ездил на буранах, тот знает, что такое буран валится 40 сантиметров. Когда идешь санями, в санях у тебя еще по 2 человека сидит в санях. И когда и мотобуксировщик едет, у него сзади волокуша полная загруженная. Всего там и жерлицы, и буры, и все там рыбацкое. И это для 18 окуней. Это первый день 18. Да, Второй это... день было, сколько у вас, 13, да? А потом вообще, говоришь, клевать перестало. Потом вообще клевать. А щука попалась, и это. Ну, видишь, и эти. каждый едет, ну, в том числе и мы, в надежде, что весна вроде бы, рыба проснулась. Ни хрена. Календарная весна, это не означает, что пришла весна, Да, на самом деле. в воде. Сегодня вот, да, было сейчас на данный момент 4,6 градусов, минус 5 градусов. Ну, к утру будет похолоднее, наверное, до 10, опять до 15 отпустится. Днем теплее уже. Да, типа весна, но рыба этого еще не видит, этого еще не понимает, потому что нет свежей воды, нету проталин, нету ничего, просто метровый лед, и, видать, нехватка кислорода, и все это такое сказывается на активности рыбы. Она просто еще спит, вон, доказательства. Если ночью были поклевки, продольники проверили, рыба попалась, то в течение дня Серега поймал только одного ерша, и у меня была одна поклевка. Все, это настолько крючков. Сколько сегодня считали? 70 где-то крючков насажено. Да, 76 крючков насажено. Ну, один к 10, один... А, у вас было меньше, кстати, вчера-то. Вчера у нас, мы сегодня Меньше, да. поставили. Мы сегодня сколько? поставили только 30, наверное, крючков. Да, сегодня только 30 крючков дало. Ну, Так 40 что было. И 40. Будем... Вся надежда на завтрашний день все-таки, 11 что нам что-нибудь доклюнет. А с вами давайте, друзья, прощаться. Всем пока, всем до свидания. Спасибо, что смотрим. Кому-то это, конечно, интересно. Куча нелестных комментариев, это все фигня. Советы друзей тоже слушаем. Нелестные комментарии не обращаем внимания. Пусть они задохнутся в своей желчи. Это все фигня. Главное, то, что мы делаем, в первую очередь нравится нам. Ну и, конечно же, нравится, возможно, вам, что вы смотрите, что вы поддерживаете. За это вам огромное спасибо. Рыбалки будут. Буксировщик теперь у нас есть. Бабышки, которые я потерял, я уже не хотел было говорить, скажут, вот новый буксировщик угробил. Вон, смотри, вот сюда, смотри, вон. Вон какой у меня теперь люфт. Вон такой вот люфт. По причине того, что потерял вот эти две бабышки отсюда. Пришлось колхозить. Вот сейчас. Раз. Два. Убираем. Плотно-плотно так-то идут. А сейчас они вот так легко. Вон. Вон, смотри, как я заколхозил, сейчас покажу оттуда. Вон. Сюда всунул вот такой вот гильзы от патронов. А внутри гильзы вот такой обруч, кусок пластика. И еще вот один вот такой. Но все равно этого мало получается. Надо бы еще плотнее. Но без этого вообще люфт страшный был. Вот тут вот были вот две бабышки пластиковые. Одна и с этой стороны вторая. И при транспортировке у меня, получается, эта часть висела все снаружи кузова. И вот они по дороге, по хреновой дороге рассыпались и
потерялись. Это я уже заколхозил, чтобы меньше люфта было. А так, этого мало, все равно пасек. Чтобы железо не било. Да, так хоть немного, но а так вообще было неуправляемо. Помнишь, я когда включил это все, пришлось мне ехать обратно по дороге, я, естественно, не нашел. И вот так вот заколхозил пока временно. Как-то вот так. Вот такая вот поломка. Обновил новый ураган, а сразу же запчасти потерял. Связался с производителями, они мне уже отправят по почте. Поставлю бабышки, и управление будет хорошо, и все. Я и то, что заколхозил, буду, конечно, пока ездить, но поездки будут. Сколько успеем, пока лед не растает, а растает лед, будем рыбачить по открытой воде. В общем, жизнь продолжается, рыбалка продолжается. Всем привет и всем пока. Рыба есть, просто надо уметь ее ловить. Да, без рыбы не сидим, это точно. До свидания, до завтра. Всем счастливо, здоровья, счастья. Подписывайтесь на канал. Не, как-то не опрокидывая голову лучше получается. Да.